Исянмесес херматы дуслар. Вас приветствует кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Как всегда, с вами я, Руслан Шарафудинов. И сегодня со мной на нашей кухне популярный татарский певец Мурат Гайсин. Привет, Мурат! Привет, Руслан! Шикарно. Безлыня Алагашик, у нас все хорошо. Как всегда, по традиции, с подарком. Прямо из печки мой первый сольный альбом. Ярно Ташламагас, Сизга Буракка. Ярно Ташламагас, Мурат Гайсин. Мурат Гайсин – певец, композитор, музыкант. Родился в Уфе в 1987 году. В 2005 году закончил Уфимский средний специальный музыкальный колледж по классу баяна. А в июне 2012-го заочное отделение Уфимской государственной академии искусств по специальности эстрадно-джазовый вокал. Мурат – победитель международного конкурса баянистов в Москве, а также лауреат всероссийских конкурсов баянистов в Пензе и в Перми. Мурат Гайсин играет на нескольких музыкальных инструментах, поет на 4 языках – татарском, русском, английском, башкирском. В 2012 году выпустил свой первый альбом «Ярно Ташламагас». Ну что ж, а самое любимое блюдо, Мурат, которое ты будешь готовить сегодня? Сегодня будем готовить димлеме. Димлеме. Это такое восточное блюдо. Его готовят разные восточные народы по-разному. Сегодня мы его будем готовить с говядиной. Это блюдо я попробовал первый раз, мне приготовила его жена. Очень вкусно готовит. И, можно сказать, как перефразировать пословицу, путь к сердцу Мурата лежал Через димлеме. Да. Через димлеме. Димлама – одно из самых популярных блюд восточной кухни. Сочетание мяса с большим количеством овощей и зелени делает это блюдо не только вкусным и полезным, но и празднично нарядным. Рецепт димламы пришел в татарскую кухню сравнительно недавно, но благодаря простоте приготовления при большом количестве ингредиентов стал одним из любимых рецептов татарских кулинаров. Иногда димламу готовят порционно в горшочках в духовке, но мы сегодня приготовим традиционный татарский вариант в казане. Основные ингредиенты. Мурат, расскажи. Нужно мясо говяжье. Так, мясо у нас есть, Мясо мы приготовили. говяжье. Ага. Дальше капуста. Так, капуста. Картофель. Картофель. Одна морковка и один лук. Так, Ну и приправы. с чего мы начинаем? Начинаем мы с капусты. Что делаем? Капусту нам надо сначала сделать верхний слой. Получается. Так, давай я тебе доверю. Как автору этого блюда. Автору я, в принципе, сам вчера первый раз готовил это сам блюдо. Так и готовить. То есть Мурат Гайсин, он на самом деле не готовит дома, да? В основном я больше люблю есть, да. И приносить продукты домой. А готовит уже жена. Вот вчера она меня немножко научила. Значит, надо нам сейчас сделать верхний слой. Так аккуратненько. То есть взять. мы, получается, раздеваем капусту Разделаем капусту, да, вот эти большие верхние слоя снять и приготовить верхушку. Мурат, вот ты сам родом у нас из Башкирии. Как так случилось, вот, что здесь, в Казани, появился популярный татарский певец, татарский? Ты же по национальности татарин? Да, татарин Башкортостана. Ну, Татарин из Башкортостана. Почему-то все татары Башкортостана, они на самом деле рождаются в Башкирии, а поют, зарабатывают деньги в Татарстане. Как-то здесь вот хорошо сделано условия. Спокойнее, да? Спокойно можно работать. Есть все условия для работы и раскрутки, поднятия. Мурат, а вот скажи мне, как человек, который... Ты сколько в Башкирии жил? В Башкирии, ну, с рождения, получается, 22 года. Вот 22 года жил. Есть разница между вот башкирской и татарской кухней? Кухня, в принципе, очень похожая. Но, естественно, есть у каждого народа свои национальные блюда. В Башкортостане есть много разных башкирских блюд. Кулама, бишбармак. Очень много таких блюд, разных тоже вкусных. Ну, вот я больше знаю татарскую кухню и... Ну и сегодня раскрываешь нам секрет. Думала, кстати, я ни разу это блюдо не готовил. Да, ну в принципе много нам не надо, где-то таких сколько? 5 Давай, аккуратненьких больших листочков. Ну я стараюсь. Ну вот дальше, значит, мы их пока откладываем. То есть пока они нам не нужны? Пока они нам не нужны. Вот эти, в принципе, 4-5 больших листочков нам хватит. В самый конец тарелочку можно пока убрать. Так, хорошо. Капусту мы убираем. Да, берем сейчас казан. Вот казан стоит. Казан сейчас будем готовить мясо. Надо нарезать нам мясо. Так, пожалуйста. Свежая говядина. Прекрасно. Мясо кубиками. Мясо я люблю. Так, мы режем сейчас на кусочки.
Так, на квадратике. Квадратики, да. На квадратике. Мурат, у у нас ты получится. сказал, что ты очень любишь кушать. Очень А что люблю кушает вкусную. наш Мурат Гайсин-то? Ну, все, что готовят дома, ем фушмак, значит, треугольники, да, вот по-русски. Балеш, вот все, что связано с мясом, в принципе. То есть ты любишь больше мясные? Сейчас начал полнеть немножко от этого мяса. Мясные блюда, да, мясо больше всего, естественно. Ну, я думаю, любому мужику нравится Особенно мясо. татарскому. Да, мясо. Побольше мяса. Мне очень вкусно готовила мама, сестра. В принципе, я все видел, но почему-то не учился у них. Я только вот привык только есть. Привык вкусно есть. Все готовое, да. Бабушка очень вкусно готовила давани. Я, кстати, посвятил одну очень красивую медленную композицию. Тоже сам написал музыку давани. То есть ты написал музыку для песни про свою давани? Да, про свою бабушку. Жалко, она ее не услышала, но зато услышала бабушка моей жены. Ага. Очень обрадовалась, расплакалась. Мурат, а может ты сейчас как раз и посвятишь эту песню сейчас Бетен даванилерге. Вот всем давани, которые у нас, да, барлык даванилерге. Барлык даванилерге, безне тыңлаган даванилерге, ак яулыклы гавилерге, буквально припеви, да. Даванием яласы, әбим дұғасы, ярдәм миңа барыр юлымда. Сағынып қаршы ал, елмайып затып қал, тәсбиғыңны алып қолыңа. Сағынып қаршы ал, елмайып затып қал, тәсбиғыңны алып қолыңа. Молодец, Рахмет. Итак, Мурат, продолжаем мы с тобой готовить твое блюдо, которое называется димляме. Димляме, да? Так, что мы делаем дальше? Дальше мы, значит, включили плиту. Сейчас будем накладывать туда мясо. То, что мы... Так, значит, в казан опускаем мясо. Так, пожалуйста, приборщик, давай все это сам. Масло будем добавлять туда? Так, масло потом сейчас сначала мясо, значит, будем ложить туда. Ага, ну у тебя такой подход, на самом деле, если ты сейчас будешь так, да, это все. Сразу видно, что, Мурат, сам петь ты умеешь, а готовить, вот, Мурат, Готовить, да, не очень. Ну, я же говорю, вчера вот только научился это все, пытался делать. В принципе, вчера получилось вкусно, сегодня, думаю, получится еще лучше. Но, в принципе, все так оценили. Наша кухня волшебная, даже если не умеешь готовить, Мурат, в любом случае, блюдо практически всегда получается. Это хорошо. Так, еще нам сейчас, значит, надо будет масло. Так, давай, добавляй, давай. Масло, немножко масла. Так. Немножко масла. И оставляем это на огне, да? Это оставляем на огне. Сейчас я еще немножко посолю. Посолим рукой, солить. Мурат, а вот как получилось так, что ты вот приехал в Казань и стал популярным певцом? То есть как вот с Башкирии? Не все же, кто приезжает с Башкирии, сразу все получается. Ну, я приехал, в принципе, продавать песни, дать людям там песни и певцам. То есть ты хотел вообще быть сначала, ну, получается, автором, композитором, да? Но для чужих артистов, не для себя. Да. Ну, не то, что хотел. В принципе, какое-то тайное желание быть певцом было, но вот то, что я заключу контракт с продюсерским центром Бабс Медиа, это было, естественно, мечтой, и я даже об этом не думал, что может быть так. Принес песни, и продюсеры послушали. Давай, говорит, попробуй сам записать. Я записал песню, говорю, «Кулерная охота пошла», очень медленная, лирическая, красивая композиция. Я ее записал и вот так вот начал петь, выступать. Подписали контракт, вот Аллах шукр, через 2 года. Но сольные концерты у тебя бывают? Сольные концерты сейчас планируются, сольная программа готовится, театрализованная. А вот вышел диск, и вот с этим же названием «Ярн Ташламас». Мы будем в каждом районе, в каждом городе. Аллах верса. Мурат, а скажи мне, вот был интересный случай на одном из концертов, когда ты вышел на сцену, погас свет. Да, было. И как ты справился? Вот расскажи. Ой, это было, когда я работал с Гузель Уразовой, и как раз тогда я, получается, играл на баяне, было 2 баяниста, какая-то народная песня была, сейчас не помню какая, и выключился свет, темнота, один баянист убежал, испугался, убежал. Зрители-то не убежали сами? Зрители-то не убежали, ждут дальше, что будет, им интересно. И мы, значит, с Гузель Аскаровной вышли вперед и закончили песню просто вживую, с баяном, без микрофона. Ну, а в зале света тоже не было, получается? В зале тоже не было. Как-то вот так вот мы это спели, потом вышел ведущий, что-то там интересно рассказал, всех рассмешил, какой-то анекдот про темноту, что-то. И, в общем, вот так вышли из ситуации. Знаешь, таких интересных ситуаций очень часто случаются.
Молодец, Мурат. Талантливый человек найдет выход из любой ситуации. Так, Дальше- что мы делаем с дальше нам блюдом, нужно- кстати? Сейчас я пока буду немножко помешивать, Ага. чтобы она не прилипала, и надо, чтобы она потемнела. Можно пока взять лук. Как раз я лучше буду мешать. Лук я Да, не буду то есть делать, лук, потому что лук это лучше. Так, лук мы режем. Лук нам кольцами. Колечками. Одного кольца нам, в принципе, хватит. Это обычно делает жена. Кстати, вот ты всегда говоришь, жена, дома готовит жена. У тебя есть такая песня, на русском она звучит так. Хожу, обнимаю всех девушек Казани, можно сказать, и Татарстана. Как так, женатый человек на сцену выходит и поет, я хожу, обнимаю всех девушек. Даже я не могу себе позволить такую песню спеть. Ну, есть такая песня «Хочет Ерим Козларна». Да, еще Ерим Козларна она называется. В принципе, она очень интересная, но, надо сказать, многим, в принципе, вот замужним девушкам, замужним женщинам она не нравится, потому что там такие слова. Потому что ты женат, она поэтому не нравится. на самом деле. Да. И несмотря, то есть такие слова, несмотря на то, что я женат, я все равно Хожу и обнимаю девушек Казани. глазами люблю девушек. Вот так вот. Там, Слушай, ну дословно глазами-то сказано. можно, это же... это- Глазами можно, глазами, не грех же. Конечно, конечно. Ну а как у тебя супруга к этой песне относится? Ходит дома, очень. поет сама? Очень не любит эту песню, она. Очень не Это любит. самая нелюбимая ее песня. Я, в принципе, я ее даже постараюсь исполнять тогда, когда она не видит, когда ее нету рядом. А вот какая песня, которую, наоборот, твоя супруга любит? Твоя вот песня. Песни, посвященные ей, есть несколько песен. Я уж название не буду говорить, буду говорить вдруг. Ей девушка. Да, чтобы все девушки думали, что эта песня посвящена им именно. Понятно. Так, Мурат, я приготовил все лук, как ты сказал, колечками красивыми. Сейчас нужна морковь. Морковь. Вода вот есть, да? Вода. Как вода вот у нужна, тебя? вода Щищмясу. нужна. Да, вода. Хорошая водичка, родниковая. Полстакана Так, воды мы через сюда крупную терку делаем. Мы через крупную терку, да, морковь сейчас нарезаем. Так, Сейчас я хорошо. пока помешаю. До полной. Мурат, ну все-таки давай представим на секунду, как будто бы твоя любимая супруга Альбина не смотрит на нашу программу. Ну, как будто бы. И вот исполни хотя бы кусочек. Просто мне очень самому интересно услышать песню «Козлар Кащеп Ерим». Это как бы Ну, такая это то, вот. что я говорил. Слова. Күз белән генә ярату, гына хыянат түгел. Өйләнгәнгә карамый, кызлар яратта күңел. Карасам да карап туймыйм, күзлим серле күзләрен. Яратам бит яшь кызларны, качып йөрим үзләрен. Яратам бит яшь кызларны, качып йөрим үзләрен. Слушай, ну, Такая песенка. песенка такая позитивная, особенно если для неженатых ребят, на самом Да, деле. в принципе, вот мужская половина очень любит Ну, эту песню. ты знал, чем Ура, вот ура. заполонить женскую половину своих поклонниц. Молодец, молодец. Спасибо, да. Так, ну все, мы занимаемся, значит, морковкой. Сейчас надо положить лук, значит, нам аккуратненько. То есть мы делаем слой такой, да? слой, Да, давай слой, следующий помогу. слой вот из лука, так вот красиво. И морковь у нас натерта. Да, я все приготовил тебе. Сейчас морковь. давай я щас- Я выложу, а ты разровняешься. Так. Ну, все, наверное, твои родственники смотрят и думают, ну, Мурат, Ашаргабширя, наконец-то он начал готовить. Начал готовить, да, все-таки. А тебе не говорили, что вот что ты начал петь на самом деле, чтобы больше зарабатывать денег? Или вот не говорили, почему ты вот раньше не пел? Не было такого? Не было, что почему раньше не пел. Но, в принципе, я пел среди родственников, среди друзей. И мне говорили, наоборот, почему ты не поешь, тебе надо петь. Но как-то еще изначально, пока я не занимался вокалом, и мне как-то не хотелось выходить с таким голосом. Я сейчас уже немножко занимался все-таки и закончил, кстати, в этом То есть у году. тебя есть официально вот настоящее музыкальное образование? Все в этом году, Аллах шукр, я закончил, наконец, за 7 лет, 5 курсов за Да. Ну ты заочное так. отделение. Ты некоторые курсы, Академия которые тебе искусств. понравились, ты на второй год оставался и сказал, можно я повторю? Еще раз, да. Еще раз, да. Актерское мастерство, сценическая речь, очень интересные предметы. И вот, наконец, я стал дипломированным певцом в этом году. И сейчас как-то уже даже пусто привык учиться. В принципе, 20 лет учился. В 5 лет меня отдали в музыкальную школу, потом я убежал, потому что танцы не любил. Потом вот опять пришел, позвали. 11 лет учился в этой школе, в колледже музыкальном. Баян, фортепиано, потом на вокал. И вот за 7 лет закончил. Сейчас дальше хочется уже, думаю, в аспирантуру куда-то, что ли. Ну, а я думаю, после нашей сегодняшней программы ты будешь еще и самым настоящим профессиональным кулинаром. Ну, об этом мы узнаем, когда попробуем твое блюдо. Надо сначала приготовить, да. Так, что мы сейчас делаем еще у нас? Так, уже ароматик такой мяса пошел. Пошел. Сейчас нам нужно масло подсолнечное, приправы. Масло Приправы. здесь. Так, вот есть у нас приправы. черный перец, есть паприка. Все это Прекрасно, пойдет, да? Ага. Так, Значит, масло заложим. подсолнечное масло. Ну, надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь.
Я знаю, я вчера тренировался, нормально. Так. Все получилось. И... Кстати, а был ведь период, когда ты работал на радио. Радио было, да. Как раз таки после радио я и перешел в группу Гузель Уразова. А как вот вообще на радио работать? Расскажи мне. Радио очень интересно работать. И очень много. Радио тоже мне дало большой багаж песен, знаний, музыкальный вот этот фонд. То, что я там наслушался, слушал ретро-песен, народные песни. Там очень много песен, себе это все скачал. У меня это все на компьютере есть. И, в принципе, очень много песен знаю. То есть тоже полезный фундамент для твоей творческой деятельности? Это все было не зря. То есть то, что я 2 года там проработал, это было не зря. Мы продолжаем готовить оригинальное татарское блюдо бимляня вместе с известным татарским вокалистом Муратом Гайсиным. Мурат! Так что пока не так уж чтобы известный. Мурат, что мы готовим сейчас? Сейчас Вернее, нам что дальше делаем? Дальше нужна капуста. Мелко нарезать и кубиками. Мелкими кубиками. Ее сделать. Обычно я капусту зарабатываю, но сегодня придется порезать. Сейчас принесу ножик. А ты чем займешься? Я буду вот заниматься картошкой. Так, картошкой. вот сеньор Беренге пошел. Беренге Специальный пошел. ножик для картошечки. Кабистер пшал журра. Так, мы капусту разрезаем на мелкие кусочки, да, я так понимаю? Мелкие, да, кубиками там как получится. Ну, как получится, как получится. Давай, начинаем. Я буду заниматься картошкой. Мурат, расскажи мне, пожалуйста, вот ты как настоящая, ну, как ты говоришь, пока восходящая звезда, принимал участие в каких-то конкурсах, чего-то добивался на этом уровне? Когда я учился в колледже, да, были конкурсы, участвовал в разных конкурсах, там, Москва, Пенза, Пермь, это уж по баяну, международные, всероссийские. Какой песни. конкурс тебе более запомнился? Больше всего, естественно, Москва запомнился, это был самый такой сложный конкурс. Но, А в чем сложность была? Ну, были сильные музыканты, то есть со всей России и за рубежа тоже. И Мурат Гайсин ведь там занял первое почетное место. Да, так и получилось. Ну, а кроме грамоты, что тебе подарили там? Чехол для баяна? Там капуста. Ну это называется... Не так много, но нормально. Так, Мурат, готова у нас картошечка, готова у нас кабесте. Предлагаю все это выложить. Кстати, что у нас первый слой, какой идет? Первый сначала капуста. Разложим капусту, следующий слой. Так, пожалуйста. Следующий слой. Выкладывай. Так, сейчас. напоминаю, уважаемые телезрители, там у нас уже говядина, лук, моркошка, приправы и музыкальная начинка. Начинка, да, музыкальная. Так, вся это вот, ну, мне кажется, капуста как раз она вся уйдет, она же потом уварится. Так что выкладывай аккуратненько. Мурат, скажи мне, а вот если бы ты не был, вернее, если бы ты все-таки не пошел вот в эту степень шоу-бизнеса, творчества, кем бы ты работал? Ты задумался об этом? Да я изначально вот в школьные годы как-то еще очень много читал, занимался там, я не знаю, историей, вот, очень много разных книжек читал, и телевизор смотрел, новости постоянно, это моя болезнь была, политика. Я мечтал там быть куда-то там в политике. И, То есть ты мечтал стать политиком? да, изначально, да. Лет 15-16, такое вот время было. Ну, когда голова не соображала толком. Что на самом деле работа политика сложнее, на самом деле. Так, еще один стаканчик. Мурат, скажи мне, вот в свободное время с любимой своей Альбиной, супругой, не ходите по ресторанам, вот татарским, например, бывает такое? Или у тебя времени нет? Татарский ресторан у нас был один раз, это когда была у нас свадьба. Вот это было. То есть свадьба проходила в чисто татарском ресторане с татарскими блюдами. Да. Ты помнишь вот блюда? Ну-ка вспомни блюда, которые были на свадьбе Мурата Гайсина. Ты знаешь, это надо спрашивать у моих гостей, у наших гостей, потому что блюдо так и не попробовал я там. Практически. Я там То есть ты буквально даже не поел на своей салат свадьбе? Нет, есть не получилось, только... Не получилось, потому что невкусно было или время? Или ты Потому что танцевал, пел кругом там? тосты, кругом, значит, выступления. И я сам сколько там пел, выступал. И то есть ты сам много еще было. решил? То есть это все и концерт шел, и концерт шел, и как свадьба шла. То есть есть, времени не было. У гостей-то было, они... Вот он человек, у которого даже до своей свадьбы не было времени поесть. Настоящий талант. Молодец, Мурат. Так, что мы сейчас вот здесь? Картошку все-таки перекидываем? Сейчас все-таки уже все можно. Так, закидывай, давай будем так выкладывать. Так вот, по краешкам. Так, я тебе вот выкладываю, а ты силь-ретля. То есть выравнивай. Так, картошку мы выложили. И сейчас... То, что мы делали в самом начале. В самом начале вот эти лепестушки, они сейчас нужны, да? Да, сейчас мы будем И мы... красиво ложить. Давай, покажи мне мастер-класс. Мастер-класс. Так, то есть это у нас получается крышка из капусты такая. Да, это вот, чем вот это холоднорак. Чем толще, да. ага. Это интересно, я вот когда в Уфе жил, эти 22 года, я думал на русском языке и кое-как
разговаривал на татарском. Никакого акцента не было. Сейчас, наоборот, думаю по-татарски, кое-как перевожу на русский язык. Не, на самом деле... Ну, вроде бы, акцента вроде нет. Акцента? Ну, акцента нет, у тебя же Volkswagen Touareg, зачем тебе акцент? Нормально. Так, значит, выкладываем, да? Давай один я попробую. То есть мы полностью делаем крышку из капусты. Да. Ну что ж, мы закроем нашу дымламу. Прежде чем закрывать, мы еще приправим, опять посолим. Еще надо посолить. То есть каждый слой здесь, да? Здесь так перчик. Главное, чтобы хорошо закрыто было, да? Ну не, здесь у нас на самом деле все красиво. Так, Мурат, мы поперчили последний слой. Добавили перца, соли и теперь еще? Еще полстакана воды. Еще воды. По краям. Все это заливаем. И прикрываем крышечкой и смотрим до приготовления картошки. Рецепт димлама. Мясо нарезали на кусочки и обжарили в казане на растительном масле с добавлением соли и перца. Далее слоями выложили нарезанный кольцами лук, натертую на крупной терке морковь, крупно нарезанную капусту и картофель. Слои солили и перчили черным душистым перцем. Далее добавили 2,5 стакана воды, все содержимое казана накрыли целыми капустными листьями и тушили до готовности. Уважаемые телезрители, наконец-то наше блюдо приготовилось. Напоминаю, сегодня у нас в гостях популярный татарский певец, вокалист, восходящая звезда Мурат Гайсин вместе с моей помощью готовил димляме. Великолепное блюдо из овощей и мяса. Так, ашабус мы открываем? Волнительный момент. Открываем. Ура! Итак, Пахнет очень вкусно. аромат великолепный, кстати. Пожалуйста, тарелочку. Кстати, ты вот мне тут нашептал, что сначала надо аккуратненько взять эти лепесточки, да? Вот, каждую тарелочку по лепесточку. Я предлагаю даже по два. Кстати, прекрасный аромат. Вот, Мурат, ты все рассказываешь, а я вот накладываю, да? И бульончик такой великолепный здесь. Да, с бульоном. Ну, в оригинале это блюдо с бульоном оно готовится или без? Бульон есть, да, оригинал. Вот у нас по-татарски вот так готовят, бульон. И татарский вариант блюда дымлама как раз то, что у нас получилось. Вот так вот красиво положил. Но, Мурат, блюдо у нас немножко еще горячее. Я предлагаю так. Блюдо остывает, а ты его наполняешь своей красивой песней из своего альбома. Mayda şeşek atkan alma ağaçının Almaları peşmi küzlersiz Yeşli süyeni yarını taşlamağız Andan hımır bu yüzlersiz Yeşli süyeni yarını taşlamağız Andan hımır bu yüzlersiz Браво! Молодец, Taşlamağız. Ташламагас, дуслар тезірек. Рискнем. Аша алагас. Аша алагас. Так, ну, Кем берете сильный? мен біріншінде, я буду первым, да. Ну, что ты говоришь, ты рискнем? Мне кажется, блюдо у нас получилось. Потому что аромат прекрасный, восхитительный, местами удивительный. Итак, бисмилля рахман рахим. Я вот с бульончиком, кабистаблян, вот с капустой бульончик. Сразу вместе с бульоном нравится. Я, кстати, очень люблю блюда с бульоном. Как тебе сказать-то вот так, чтобы было и приятно, и одновременно подчеркнуть, ну, бульон шикарный. Капуста. Что с капустой? Мне понравилось, вкусно. На самом деле я сделал эту мхатовскую паузу, Мурат. Блюдо исключительное, потому что здесь вот эта смесь овощей плюс мясной бульон. Все это перемешивается в исключительный, замечательный, очень оригинальный вкус. Бигзур Ахмед Синга. Мурат Гайсин. Не только популярный татарский певец, но и примерный семьянин, замечательный кулинар. Теперь. Умышлар Синга. Желаю скорейшего выхода твоего второго альбома. Удачи, ну и радуй телезрителей и всех жителей Татарстана своими новыми песнями. Большое спасибо, что позвали. Всем приятного аппетита. Салам, Дуслар. Кулинарное шоу «Секреты татарской кухни» прощается с вами до следующей программы. Пока-пока. Спасибо, что нас